Саураб Шарма – студент 4-го курса Международной высшей школы медицины. Из Индии в Кыргызстан он приехал в 2018 году. У себя на родине Саураб слышал много положительных отзывов об высшем образовании нашей страны, поэтому он принял решение обучиться лечебному делу здесь. Сегодня все свое время он посвящает учебе, а в свободное время активно принимает участие в жизни университета. So Kyrgyzstan, it's obviously a very beautiful country, surrounded with the mountains and everything. Кыргызстан завоевал меня своей красотой. Красивые горы, чистая вода – все это не оставило меня равнодушным. Мне очень понравилось жить в Бишкеке. Здесь много интересных достопримечательностей, жители добрые, отзывчивые. Еще в Индии я слышал много хороших отзывов об учебных заведениях. Радуюсь, что здесь есть возможность получить знания на английском языке. Здесь студенты не только получают знания по специальности, но и активно изучают кыргызскую культуру и кыргызский язык. Кроме того, молодые люди стараются развиваться не только интеллектуально, но и творчески. Так здесь была образована музыкальная группа Sensation. Биздин мектепте музыкалдык топ бар, ати Sensation. Саламатсыздар бе, менен атын Сунил, мен 5-нчи курста окуймун. И жана мен Кыргызстан, кыргыз ели, кыргыз абдан шагат. Саламатсыздар бе, менен атым Арман, мен 4-нчи курста окуймун. Мен анча-мунча кыргызда сөйлөмүн. Менин атым Кошик, мен 3-нчи курста окуймун. Мага Кыргызстан, кыргыз ели, кыргыз ден салте, кыргыз эрлар абад жакта. Мен кыргызча ырдай алам. Как отмечают в учебном заведении, кыргызская культура пришлась по душе студентам из Индии. Сегодня им ничто не мешает без труда исполнять композиции странных исполнителей на кыргызском языке. Это современный индийский танец. Студенты готовят музыкальный номер к предстоящему мероприятию с участием посла Индии в Кыргызской республике. У наших студентов из Индии такой большой праздник – День республики. Поэтому сегодня вот ребята все собрались, готовятся к этому празднику, потому что 31-го будет большое мероприятие, которое организовало посольство Индии. И мы готовимся к этому празднику. Вот сейчас вы видели такой патриотический танец наших студентов, вот посвященный этому празднику. Им очень нравится, вот как ранее говорили наши ребята, они с удовольствием изучают культуру, традиции кыргызского народа, нравятся кыргызские песни, поэтому они вот с удовольствием поют эти песни. Медицина – одно из популярных направлений, которые выбирают студенты из Индии. К примеру, в Кыргызской государственной академии имени Хумбаева на сегодня обучаются 1675 граждан из этой страны. Вообще, в первый раз именно медакадемия, я уж сейчас не помню какой год, но это около 20 лет назад, по-моему, начала привлекать иностранных студентов из Индии, из Пакистана на обучение здесь, в Кыргызстане. Вот потом, насколько я помню, появилась МВШМ, это медицинская высшая школа, международная высшая школа медицины. Но, наверное, увидели успешный опыт того, что вот как бы приезжают иностранные студенты, что это можно делать, и вот как бы пошел такой бум. Но, к сожалению, не все открывающиеся вузы понимают, что это не только для них это как коммерция, но на самом деле за этим стоит большой труд и большие расходы. Это не такое уж прибыльное дело, потому что организовать реально качественный процесс – это очень дорого. По данным Министерства образования, сегодня в Кыргызстане обучается более 13 тысяч студентов из Индии. Сотрудничество в области образования с Индией у нас ведется в рамках межправительственного соглашения в области науки, образования, культуры, СМИ и так далее. Если взять статистику, наибольшее количество студентов из Индии обучаются в Международной высшей школе медицины, также в Азиатском медицинском институте, в Волжском государственном университете, в Джалалабадском государственном университете, также в Кыргызской государственной медицинской академии. В министерстве отмечают, что иностранные студенты – это важная составляющая инвестиций в экономику нашей страны, ведь они оплачивают не только обучение, но и общие расходы на проживание и другие потребности. Что касается других секторов экономики, то той же самой торговли, то здесь Индия занимает небольшую долю – 0,9%. В
2020 году товарооборот между нашими странами составил 48,5 миллиона долларов США. По сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение на 7,5%. Можно ответить, что по сравнению с 2019 годом показывает увеличение на 7,5%. Из них импорт составил 41,7 миллиона долларов США, а экспорт составил 6,8 миллиона долларов США. И точно так же по сравнению с 2019 годом показывает увеличение на 2 раза. Импортируем продукцию фармацевтической отрасли, парфюмерно-косметические товары. Из продовольственных товаров импортируем рис, кофе, чай. Что касается экспорта, то в небольших объемах экспортируем субпродукты. Также в небольших объемах были экспортированы фасоль и мед. Отметил, что президент Садыр Джапаров примет участие в саммите Индия-Центральная Азия, сообщила пресс-служба главы государства. Это первый саммит на высшем уровне в рамках диалога Индия-Центральная Азия. Он пройдет в формате видеоконференции. Джапарова пригласил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В заседании также примет участие президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кундуз Кадатаева, Улбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.